Всем привет, в эфире телепрограмма «Пропеллер». Всем привет. Привет. Здрасте. Мордасти. Ну что же, сегодня у нас 3 интересных темы на повестке дня. Первая – красота, музыка и, я думаю, чтение все-таки. «Мисс и мистер правосудия» – это конкурс, который проводился между учащимися юридических факультетов разных высших учебных заведений. Мне, знаете, всегда вот в конкурсах красоты больше всего интересен конкурс талантов. Да, вот это вот, мне кажется, это самое важное. Когда вот смотришь конкурс талантов, прямо видишь, как человек раскрывается. Он, то есть, вот, если он поет или танцует, он же все-таки душу свою показывает, правильно? И как-то вот видишь внутренний мир человека, очень интересно. Или нет. Как могут выглядеть мисс и мистер Джастис? Правосудие. Да, я представляю себе почему-то мистера и миссис Смит. Идеальный гражданин, может, какой-нибудь. Эквилибриум, грамматон клерик. Да, вот что такое. Это да. Или судья Дред. И все. Да, я бы за судью Дреда. Я за судью Дреда. Ребята, мы голосуем за судью Дреда в качестве мистера правосудия. Well, you got one now. Мы за кулисами конкурса «Мисс и мистер Джастис». Джастис можно перевести как юстиция, справедливость и правосудие. Участники конкурса – это студенты юридических факультетов различных университетов. Say clap your hands, everybody. Say clap your hands, come on. Say clap your hands, everybody. Say clap your hands, come on. Конкурс мы организуем в Якутске впервые, когда именно участие принимает не только там один вуз, а СУФУ, БГ, МИГУ, ПГСХ, ВСЕМ, ВИКИТ и так далее. Вот. Участникам предстояла видеовизитка, проходка, конкурс талантов, деловой вечерний выход и самый основной этап – блиц-опрос на знание профессии. Так, кто издал указ о российской прокуратуре? Какие внимательные у нас зрители! И какие внимательные ведущие! Почему ты решил стать юристом? Я с детства мечтал выражать свои мысли четко и ясно, и грамотно. Главное, чтобы меня все понимали, и чтобы я мог добиться желаемого результата не силой, а именно собственным интеллектом. Что такое справедливость? Справедливость – это когда плохие ребята получают по заслугам. Четкое разграничение обязанностей. Когда ответственность за правонарушение несет виновное лицо. Справедливость – это честность. Существует ли вообще справедливость в нашем современном обществе? Ой, думаю, нет. Вообще, не знаю, но вот мне так кажется. Я думаю, она существует, просто некоторые забывают то, что где начинаются чужие права, там заканчивают твои собственные. Справедливость? Нет. С сестрой яблоко пополам делишь, справедливо. Победителями конкурса стали Румянцева Наталья, студентка СУФУ, и Андраника Давинян, студент Восточно-Сибирского института экономики и менеджмента. Почему ты решил стать юристом? Узнать вообще все свои права, получается, что я имею право, что нет, то есть, поэтому и хочу пойти в правоохранительные органы работать. Всегда хотела поступить на юридический факультет с самого детства. Мама мне говорила, что вот ты там хочешь пойти на юриста, тебе это не надо, ты это не сможешь. Я сказала, нет, мама, я пойду, я сумею. Какое-то событие у нас происходило, которое проводилось программой «Пропеллер» и концертным агентством «Анна Домини». Да, концертное агентство «Анна Домини» совместно с программой «Пропеллер» организовали вот такой вот фестиваль. Фестиваль живой музыки. Это не только рок. Это просто фестиваль живой музыки. Ты попытался вспомнить жанр не только рок, нет, только рок. Это не только рок-музыка, это просто множество жанров живой музыки. У нас была такая космическая тематика, и фестиваль говорил о том, что ИКТ-рок – это твоя вселенная. Концерты нынче стали очень популярными. И это не может не радовать, что люди тянутся к музыке, люди идут слушать живую музыку, люди идут на концерты. Это такая неотъемлемая культурная часть жизни нашего города, правильно? Благодаря средствам массовой информации люди узнают, что это происходит.
туда идут, и они просто не могут это не полюбить. Мы идем через красные коридоры. Славик Брешев, сельский парень, знакомится с рок-культурой. Идем. А сейчас пойдем в самую глубь, просто в пекло рок-движения, чтобы узнать, что же такое якутский рок. Я считаю, что это музыка очень сильных людей, сильных духов. Мне рок помогал в армии, когда я служил. Рок — это классно, рок — наше все. Скажем так, это состояние души, наверное, больше. Якутия — это рок-республика, по-моему. Фестиваль «Екатерок» собрал 15 рок-групп из Якутска. Помимо выступлений прошли конкурсы для зрителей и музыкантов. А также состоялась презентация первого альбома группы «Лиля Брик». По словам ребят, пока у них недостаточно опыта в записи, но с чего-то начинать нужно. Мы не умеем записываться. Кто как пишется, как ты выдаешь на концерте, как ты должен выдавать в студии, в квартире, на записи, неважно. Жестко разные вещи и разные требования к исполнителю, к тому, кто это дает. Надо просто делать, заниматься этим делом, и количество потраченного времени перейдет в качество в любом случае. Концерты, сейчас и концерты до этого, это разные вещи. И также с группами будет. Сейчас раньше же отмечали группы, которые хорошо сыграли, да? А сейчас же нормально к этому относятся. Многие группы могут хорошо сыграть. И это уже норма, что в Якутске могут сыграть хорошо. Но существуют уже люди, на которых можно равняться. Поэтому я думаю, что все нормально с якутским роком. Мне кажется, минусов-то особых нет. В других городах и намного хуже. Вот серьезно. В Сочи, Новосибирск, там намного хуже, чем в Якутске. И поэтому некоторые не ценят якутскую сцену. А мне кажется, что якутская сцена такая оригинальная. Таких больше нигде нет, серьезно. Самое главное, мне кажется, что это дает выражение своих каких-то таких штук, да, вот, которые ни общество, ни что, никогда не выдаст тебе. Большой вклад в развитие рок-музыки в Якутске вносит концертное агентство «Анна Домини», которое организует крупнейший молодежный рок-фестиваль Якутска вот уже 6 лет. У нас город не такой большой, а тем не менее порядка 20 таких слаженных, хорошо владеющих техникой и слаженностью игры коллективов есть. Я так считаю, что у нас один главный минус – это отсутствие именно предназначенной для живых выступлений площадки. То есть все клубы, которые у нас есть, акустическое оформление помещений не соответствует нормам. Соответственно, со звуком мы боремся, но звук стабильно на 3. Макс, хочу играть на сцену, сон приснился. С чего мне начать? Собрать группу, начать репетировать, оттачивать мастерство игры, технику, слаженность общую. Можно, в принципе, претендовать на то, чтобы стать участником одного из наших концертов, например. В нашем городе появилось новое интернет-издание, печатное. Это журнал. Как он называется? «Умный город». «Умный город». Вопрос, почему? Зачем Якутску еще один журнал? Честно? Давайте подумаем. Вот честно, мое мнение по поводу интернет-журналов, интернет-радио, не знаю, интернет-телевидения, лично мне, я от всего этого отстраняюсь. Зачем мне огромное количество всего этого, что нас окружает, если я могу просто ввести запрос в поисковик и найти эту информацию? Это не для этих целей, то есть ты хочешь узнать, что нового интересного происходит в городе. Мне, например, интересно смотреть новости. Я захожу на какие-то новостные сайты нашего города и отслеживаю, что происходит, какие гости приехали, какие культурные события произошли. Мне кажется, для этого и существует интернет-журнал. Ты туда заходишь не только для того, чтобы узнать какую-то выжимку сухую, ты заходишь,
чтобы в том числе почитать чье-то мнение. В этом журнале есть и отчеты о путешествиях, есть какие-то советы людей, которые вот пишут в этот журнал, то есть у колумнистов. То есть... Есть же группа ВКонтакте. Но всегда можно подчеркнуть что-то полезное, интересное. Очень отрадно, что появилась новая медиаплощадка, потому что новые медиа, новый взгляд на то, что нас окружает, а новый взгляд, он всегда интересен. Эта площадка должна быть политически нейтральной и представлять именно практически информационный интерес для каждого человека. Те темы, которые раскрывают ребята, да, в своем портале, они, в принципе, эти темы у всех на слуху, да, они везде есть, они везде представлены. Тут самая главная форма подачи. Вот форма их подачи мне очень понравилась. У нас, может быть, даже быстрее, чем в среднем по Российской Федерации развиваются эти технологии, во-первых. А во-вторых, у нас люди интересующиеся. В этой связи это актуально. Газетная журналистика, она всегда создает конечный продукт, да, историю, которая имеет начало и конец. А интернет хорош тем, что он безграничен, он бесконечен, и можно писать, и лишь бы это читалось. iGorod.pro появился неспроста. Первая буква I – это прежде всего веяние, тренды, мода. Но основной смысл заложен все-таки в том, что наш проект адресован для интеллектуальных, интеллигентных, интересных людей. А .pro символизирует собой профессионалов. У нас также есть корреспонденты, которые пишут в рубрике «Путешествия». Это девушка из Америки, есть еще одна девушка, которая проживает в Норвегии, есть, которая проживает в Канаде и в Гонконге, которые отправляют нам свои путевые очерки. В то же время эта площадка призвана объединить всех наших коллег, друзей из сферы журналистики и тех людей, которые вкладывают свою душу, свое сердце в развитие родной республики и нашей столицы. Насладиться красотой, послушать музыку и почитать журнал можно не только в нашей передаче, но и в нашем сообществе ВКонтакте Проб ТВ. Заходите, подписывайтесь, общайтесь с нами, пишите нам, что вас беспокоит или что вас интересует. Мы обязательно вам ответим. А с вами были те, о ком написано вот здесь. С вами была программа «Пропеллер». Всего вам доброго и до новых встреч. Всем пока. Пока. Хочешь иметь престижную профессию? Филиал Байкальского государственного университета экономики и права ждет тебя. Ведем набор по 20 специальностям высшего и среднего профессионального образования на бюджетные и коммерческие места. Подробности по телефону 36 91 91 и на сайте филиала Байкальского университета.